По неподтвержденной информации, Куршимский и Зайсанский районы Восточно-Казахстанской области были переданы Китаю в обмен на долги Казахстана перед Китаем. По сообщениям Хабер-Нида, жителей этих районов периодически переселяют в другие города. Однако информация об этом содержится в секрете. Активисты предупреждают, что Китай вводит в долговую кабалу те страны, которые он намерен оккупировать, затем вводит различные санкции для заключения выгодных для Пекина экономических и политических соглашений. Надзиратели китайских концлагерей убили 80-летнего отца Зумрат Давуд, наказав ее за выступление на 74-м собрании Генеральной Ассамблеи ООН. 25 сентября во время собрания ООН, посвященному нарушениям прав человека в Восточном Туркестане, бывшая узница дала свидетельские показания о беззаконии и жестокости китайских властей. В качестве наказания Пекин задержал всю семью бывшей узницы и заставил ее брата записать пропагандистское видео. Министерство иностранных дел Китая осудило Палату представителей США, принявшую закон о правах человека и демократии в Гонконге. «Мы категорически против принятия данного закона», заявил представитель Госдепартамента Китая Ген Шуан. По сообщениям спасательной службы береговой охраны ВМФ Ливии, в прибрежных водах города Аль-Хумс в 95 милях от берега было спасено 90 нелегальных мигрантов. Большинство спасенных африканских мигрантов являются гражданами Сомали, среди которых было 9 женщин, 2 из которых беременны. Россия установила системы ПВО Бук-М3 в Алтае, считающимся вратами в Азию и одним из стратегических участков страны, расположенных на южной границе. Также российские спецслужбы задержали 3 американских дипломатов за вторжение в запретную зону.